Накануне новогоднего праздника каждая семья обязательно в качестве сувенира приобретает для себя символ года. В 2016-м это огненная обезьяна, а в одной из семей города Ленска уверены, что для них грядущий год будет особенным, ведь у них поселился живой символ года. Олеся Василова продолжит. Знакомьтесь, это Георгий, маленький друг девочки Кати и беличьей Саймири, один из представителей семейства обезьяньих. В своей человеческой семье он живет уже не первый год. Несколько лет назад в городе Новосибирске его купили для старшей Катиной сестры, которая на тот момент там училась. А потом вместе со студенткой он вернулся в Ленск и прочно обосновался в северном городке. И, конечно, произвел фурор, в первую очередь среди Катиных друзей. Но, честно говоря, они сразу не поверили. Только через некоторое время, когда они сами уже поняли, что он живет у нас, и ощутили на себе это, только потом они уже поняли и поверили. А ощутили вполне конкретно. Гоша кусает Катиных друзей за пятки и при этом очень не любит детей. Видимо, сказывается тяжелое прошлое. До того, как попасть в семью, он жил, что называется, у вольного артиста и частенько становился участником цирковых и развлекательных представлений в школах и детских садах. Но в семье он почти король. Делит кров с еще одним питомцем, уже из кошачьих, и живет с ним в мире и согласии. У него есть свой уютный уголок. Но первое время он жил в клетке у нас, потом уже нам его стало жалко, и мы его выпустили на волю. Но потом уже об этом пожалели очень сильно. Ну, конечно, это частая уборка, может быть, иногда какой-то запах, уход за ним постоянный. Первое время он вообще не любил мыться, поэтому было это очень проблемно. Кстати, о вкусовых предпочтениях Георгия. Вопреки расхожему мнению о любви обезьян к бананам, Гоша к ним абсолютно равнодушен. Его гастрономические пристрастия могут даже показаться странными. Очень любит мясо, не брезгует кашами. Из фруктов предпочитает мандарины. Но в целом, по словам хозяйки, особых проблем с кормежкой нет. Хозяйка Гоши Кати не только просто дружит со своим питомцем и ухаживает за ним, но даже провела большую исследовательскую работу по этому виду цепкохвостых обезьян. Участвовала с докладом в научной конференции, так что про своего питомца она знает многое и всегда старается обеспечить ему беспроблемную жизнь вдали от теплой родины. В канун наступающего праздника принято задабривать символ грядущего года. Вот и мы сегодня пришли к Гоше не с пустыми руками, а с его любимым лакомством, мандаринами. Мы вот сейчас его угощаем и надеемся, что с его легкой лапы телерадиокомпания «Алмазный край» в 2016 году ждет большой успех и процветание.